поэтому приятно. С этих слов начинается творчество Фазилия Искандера, которому посвящен наш сегодняшний вечер. Взела шабейд хатырскую хасысча, шабзепа. И разжег айбелеба, а хазизмичу ханахва, тогда он еще бычка пашка псоевич, и разжег его на псов. Аха игу бава, рыхлицер пшажабха, шатара зымдырва, амтай, анамчуду. Убар плео из киньи, свежав шаша зикаду, Фазилий Искандер. Шамшбзита Хасисча. Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию легендарного писателя, прозаика и поэта Фазилия Искандера. Приветственного слова от председателя Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Хабалевича Экзега. Шубзеу Казигем, Фем Шубзита, Земля. Мне выпала честь зачитать короткое приветственное слово от Мусы Хабалевича Экзега. Дорогие братья и сестры, от себя лично и от имени Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса приветствую вас на литературном вечере, посвященном 90-летию памяти поэта, писателя, философа, блестяще владеющего словом Фазиля Абдуловича Искандера. Отрадно, что в очередной раз в таком формате в Санкт-Петербурге собирается диаспора абхазо-абазинского народа. Полгода назад, на первой встрече в Гранд-Каньоне, если вы помните, мы говорили о том, что подобные встречи станут доброй традицией. Так и происходит. Фазиль Искандер называл себя писателем, воспевавшим Абхазию. Именно здесь живут его герои, будь то знаменитый Сандро или мальчик Чик. Здесь же разворачивается действие всех самых известных произведений Фазиля Абдуловича. Книги Искандера переведены на десятки языков и до сих пор востребованы. Многотысячные тиражи тому доказательства. Сохранение древнего языка, богатейшей культуры и уникальных традиций – это те вопросы, которым Фазиль Искандер уделял особое внимание в своих произведениях. Убежден, что сегодняшняя встреча абазин и абхазов будет не только полезной, не только приятной, но и полезной с точки зрения получения новой информации о жизни Фазиля Абдуловича. Важно помнить, что абазины и абхазы – это один народ, и вместе мы создаем будущее абхазо-абазинского этноса. Желаю хорошего настроения и познавательного вечера всем присутствующим. С уважением, председатель Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзег. Спасибо. Особо еще хотелось бы отметить и особо поблагодарить молодежный актив местного отделения Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в Санкт-Петербурге. Вот эти вот молодые ребята на общественных началах днем и ночью готовились к этому мероприятию. Не судите строго, но большое вам всем спасибо. Вы всю душу вложили в это мероприятие и в предыдущие, и, надеюсь, в последующие. Поэтому особая благодарность и вам тоже. Спасибо. На сцену также приглашается член Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Кубашев Беслан Валерий Клипа. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне передать большой привет от московской абхазской диаспоры. Мы здесь небольшой делегацией. Беслан Барганджев здесь, позвольте представить его настоящего. И я, Кашкаса. На день рождения ваш покойный слуга. От всей души большой привет. Недавно у нас было мероприятие, в Москве. Мы, к сожалению, не попали туда, потому что не находились в Москве в это время. Но я написал тогда в Фейсбуке, что я наверстаю, когда приеду сюда, в Санкт-Петербург, поскольку я знал, что здесь будет это мероприятие. Уважаемый Камович пригласил нас от имени Всемирного конгресса. Говорить о Фазиле можно очень много и долго, но вы все знаете его творчество. Я позволю себе рассказать несколько вещей, которые, мне кажется, будут для вас всех интересны, так сказать. С чего начинался Фазиль в Москве, насколько я знаю это.
Он очень много писал, действительно очень интересных вещей, но никто его не читал, его никто не знал просто. И говорят, его известность началась с одного очень маленького, короткого рассказа. Когда он написал такую вещь, что я, говорит, уже давно живу в Москве, у меня много друзей, хожу в гости, значит, и начинаю понимать, что у москвичей есть какая-то загадка. Вот я хожу, говорит, в гости, говорит, как правило, это двухкомнатная квартира, говорит, описывает квартиру, описывает кухню, как правило, почему-то, говорит, принимают на кухне, говорит. Вот на кухню, говорит, захожу, говорит, там, говорит, стоит стол, холодильник, плита, приемник, который очень громко играет. Говорит. Никто его не слушает, он орет, говорит, но никто его не выключает. Садимся, начинаем кушать, выпивать. Этот приемник как орал, так и орет, говорит, и я, говорит, начинаю думать, никто не слушает, и вдруг начинают передавать прогноз погоды. И все говорят, тихо, надо послушать, значит. Я начал думать, может, мои друзья, значит, как-то зависят от полевых работ каких-то, значит. Вроде как бы нет. Может, общественный транспорт плохо ходит, обязательно надо знать погоду, вроде нормально ходит. Может, остановки, говорит, плохо оборудованы. Никак не мог понять, я начал думать, что они скрывают что-то, говорит, от всех. Только спустя много лет я понял, говорит, что москвичи очень внимательно слушают прогноз погоды только для того, чтобы на следующий день уличить его во лжи. Вот это вот рассказал, значит, такой простой, обыденный рассказ, да, и попал в сердце каждого москвича. Оказывается, это абсолютно характерная ситуация была для всех. Вообще, на мой взгляд, Фазиль всегда точен в деталях, и умел он обращать внимание на то, на что мы с вами, вот рядовые читатели, так сказать, да, никогда не обращали внимания. Вот, допустим, детство Чика, у него есть рассказы, все вы читали, да? Ну, сюжет, вот один сюжет, из которого он вытаскивает очень много, да? Маленький мальчик Чик очень любил в детстве лазить на деревья. Во дворе их дома, значит, Сухуми, значит, находилась груша, большая груша, которая прекрасные плоды давала. И Чик очень любил залезть, сорвать, значит, с этого дерева, поесть. Ну, какой маленький мальчик не любит это делать. Не потому, что у него дома не было груш, у него их было полно. Ну, вот почему-то хотелось, значит, залезть. Взрослые всегда ругали, говорит, Чика, но иногда взрослые хотели тоже полакомиться грушей, говорит, но в силу статуса взрослого человека не могли себе позволить залезть на дерево и просили Чика, залезь, пожалуйста, на дерево и сорви для нас груш. При этом обязательно, говорит, добавляли, только будь осторожен, как будто Чик был менее осторожен, когда лазил сам. Ну, из ничего, да, вот он создает какой-то вот такой вот сюжет, значит. И он, значит, ввел в оборот очень многие понятия. Вот, допустим, я читал раньше, да, и все время встречал такие вот его выражения. Абрикянское братство. Вот, помните, да, у него очень часто это выражение есть. Я почему-то думал, что абрикяне, это, видимо, какой-то библейский сюжет, значит, и так далее, как-то вот так вот. Потом, спустя много лет, только я понял, о чем он пишет. Абрикяне — это те, кто на Амле собирались, кофе пили. Вот это такое вот место, значит, да, святое как бы для сухумцев, да, которое собирается, и до сих пор это общество американ, это особые люди совершенно, так сказать. У Фазиля, значит, он почитался при жизни человеком, который сумел один из немногих современников обогатить и без того богатейший русский язык. Ввел в его оборот новое понятие «астагуламта». Прямой перевод – это время, в котором мы стоим. И вот это его, значит, как бы заслуга. И, ну, вспоминая Фазиля, значит, не могу не вспомнить его выражение «эндурцы», «кенгурцы», так сказать, да? И когда он очень далеко заходил вот в рассуждениях об этом, но Фазиль, сразу скажу, не был никогда националистом. Это был человек большой интернациональной души. У него было много друзей самых разных национальностей.
то, что у нас прошла война, да, все это не означает, что мы разорвали все отношения с Грузией, с грузинами, так сказать. Да, мы строим сегодня свое государство, да, но у нас все равно остались родственники какие-то, друзья и так далее. Вот Фазиль был именно таким человеком. И когда у Фазиля спрашивали менгельца, а индусцы, ну, надо было понимать, что это менгельцы все-таки, да? Ну, я так, во всяком случае, говорю. Но он отвечал не так. Его спросили, а что такое индусцы все-таки? Он ответил, как обычно, в своей манере, это, говорит, мистика национального предрассудка. Вот его ответ, значит, а там понимай, как хочешь. И вот, наверное, последнее, о чем я хочу сказать, вот тут уважаемый Бочу один дал вот эту вот вырезку, да, которая произошла еще в советское время, в 1982 год. Встреча с писателем в Питере проходила здесь, под эгидой ЦК комсомола, и я тоже когда-то имел отношение к комсомолу. И здесь описано, значит, что Фазиль Искандер прочитал свое новое произведение «Разговор Шафи-Юги». А я знаю историю создания вот этого рассказа, потому что она связана с моим родственником одним, его, наверное, уже в живых нет, был такой Астамур Кубахи, он был водителем грузовика, значит. И вот он мне рассказывал об этом случае. Он, Якуб Васильевич Лакоба, которого многие из присутствующих наверняка знают, и Фазиль Искандер. Якубу кто-то подарил, значит, бычка где-то в какой-то, значит, абхазской деревне, и Якуб попросил Астамура, и они сели вот на этот грузовик, а Фазиль оказался тоже вместе с ними вот в этой компании. Вот втроем они едут, приехали туда, там, значит, естественно, накрыли стол, посидели, все. После этого, значит, загрузили бычка, значит, в кузов, и когда ехали обратно, бычок выпрыгнул, значит, из кузова, значит, и они еле его поймали, связали ноги, значит, и когда уже затащили обратно в кузов, начали укладывать, вдруг Якуб, значит, закричал: «Стойте, стойте!» Что такое? Достал белоснежный платок, раскрыл, значит, и под голову бычка, значит, и так далее. А Фазиль, умирая со смеху, все это записывал, так сказать. И вот все то, что он писал, да, это все то, что он видел в жизни. Он умел поднять очень серьезные темы для того периода. Сандрович Чегема, да, почитайте, там очень много вещей. Вообще это роман, который создавался много лет и писался не как роман, а потом он его собрал в единый роман. Это вот мастерство Фазиля было, когда он в одном рассказе мог 10 сюжетов раскрыть и показать. Вот один из сюжетов, наверное, и одна из тем, которых он коснулся в этом романе, ну, напомню вам, чегемцы очень любили людей из долины. И когда люди приезжали из долины, первый вопрос, который они задавали, спрашивали: ну как там сын учителей, говорит, его похоронили или нет? Ну, о Ленине речь шла. А когда узнавали, что нет, огорчались и говорили, что у него родственников нету, что ли. Если никого нет, дайте его нам, мы его здесь похороним. Ну, знаете, мы сегодня можем это легко говорить, а в те времена, когда он это писал, да, эта тема была абсолютно закрытая, запретная, так сказать. Она и сегодня не очень как бы громко о ней говорят. И другой раз он, значит, этой же теме коснулся в другом своем рассказе, где он пишет о том, что я всегда думаю о том, почему у нас в России столько проблем, так сказать, и почему не получается много. А потом я начал думать, говорит, и пришел к выводу, что у нас, ну представьте себе, у вас в семье кто-то умер, говорит, и у вас в доме покойник. Вот пока вы его не придадите земле, говорит, вы ничем не можете заниматься другим, да, все ваши мысли связаны вот с этим делом. У нас, говорит, на центральной площади, говорит, в Москве лежит покойник, и мы, значит, не можем его никак похоронить, и вот вокруг этого, значит, он приводит к мысли, что надо это, видимо, сделать. Я могу очень долго о нем говорить, что это один из любимых моих писателей, человек, который прославил Абхазию далеко за ее пределами, человек, о котором говорила английская королева, когда в Абхазии началась война, она спросила, оказывается, Абхазия это то, что является родиной Фазиля Искандера. Понимаете, да, она знала Фазиля, но не знала Абхазию. Вот какое значение имел для нас Фазиль Искандер. И завершу, наверное, я словами Андрея Битова, который недавно, кстати, ушел из жизни, потому что это один из лучших российских писателей современных, был большим другом Фазиля и большим другом Абхазии.
И он, значит, в свое время подавал, даже не один раз, по-моему, значит, ходатайство в Нобелевский комитет для того, чтобы присудили премию по литературе Фазиль Искандер. И, значит, сейчас я дословно, конечно, не помню, но смысл был такой, что в 20 веке такого романа, который написал Фазиль Искандер, подобного ничего не было. Ну, имелось в виду именно такой вот Советский Союз, так сказать, вот как это все было, так сказать, на примере выдуманного села, так сказать, Чигирин. Такого села, как вы знаете, в Абхазии нет, но это село абсолютно узнаваемо для всех абхазов, так сказать, потому что он описывает как раз всю Абхазию, да и не только Абхазию. Спасибо вам за внимание, я извиняюсь, что, может быть, немножко долго говорил. Спасибо, спасибо вам большое. Табу. Acınca Roça İnceoğlu. Вахло бзех Фазиль, вахло бзех Хабреизес, Альдер, тому пашаспах, шус покажение Хабрефе Хайз, а у бзи Израиль. Дорогие друзья, добро пожаловать, будьте здоровы. Я хочу поздравить всех женщин с весенними праздниками. Желаю им крепкого здоровья, счастья, радости. Поблагодарить официально я хочу председателя Всемирного Абхазо-Бразильского конгресса Муса Хамалевича Зекова за то, что он с его коллективом организовали такой замечательный вечер. И с глубоким уважением к администрации Дома журналистов. Вот уже второй раз нас здесь принимают как родных. Большое спасибо за гостеприимство, мы это не забудем. Большая советская энциклопедия. 1972 год, 10 том, страница 436. Искандер Фазиль Абдулович родился 6 марта 1929 году в городе Сухуми. Русский советский писатель. Окончил литературный институт имени Максима Горького в 1954 году, автор многих сборников. С 1962 года выступает как прозаик в сборнике рассказов «13 подвиг Геракла», «Запретный плод», «Созвездие Козлатуры» и много других. Проза Искандера настоящая, носящая преимущественно автобиографический характер, отличается лиризмом, юмором, тонким психологизмом и философичностью. В большинстве произведений показана панорама жизни и истории судьбы абхазского народа, своеобразие национального характера. По сценарию Искандера поставлены несколько кинофильмов. Поэзия Искандера отмечена чертами экспрессивности, свежести и сочности письма. Я бы добавил, отличается своеобразным сарказмом. Он русский известный, знаменитый русский писатель по национальности абхаз. Я потом скажу, почему он не писал на абхазском языке, а сейчас просто хочу сказать, некоторые люди иногда, даже которые отдыхают у нас в Абхазии, приезжают, иногда спрашивают, а кто вообще Абхазия, что за язык, кому они более близкие, туда-сюда говорят, поэтому я хотел бы сейчас вам просто, чтобы вы знали, и некоторые, которые не знают, знали об этом. Большая советская энциклопедия. Первые следы человека на территории современной Абхазии относятся к эпохе раннего палеолита. Абхазия самоназвание Апсва. Нация, коренное население абхазское Айсиска, говорят на абхазском языке. Предки абхазов, упоминаемые в ассирийских, а затем в античных источниках,
принадлежали к числу древнейших обитателей Черноморского побережья Кавказа. Первые сведения о предках абхазского народа относятся к эпохе бронзы. В 7-6 веке до новой эры в Абхазии начинается процесс разложения первобытно-общинного строя и образования классового общества. В первой половине VI века в Абхазии было введено христианство в качестве официальной религии. Тогда же и сложили феодальные отношения. К 8 веку в основном консолидировалась абхазская народность. Народы мира, энциклопедии 1982 года. Предки абхазов принадлежали к аборигенным населению Западного Кавказа. В период Абхазского царства 8-10 век завершилось объединение древнеабхазских племен в абхазскую народность. Народы России, энциклопедия Народы России, Москва, 1994 год. Абхазы, Абсо, самоназвание. Автохтонное население Кавказа. В древности предки абхазов, как и родственников им адыгов, составляли часть обширного конгломерата племен, населявших Восточное Причерноморье. Вот по этому поводу, что писал народный поэт Абхазии Дмитрий Иосифович Гулиев. Вот кто я. Гость, пришедший с ручкой и с блокнотом, задал мне вопрос важнее множества других. Спросил он, кто ты? Я сказал, советский человек, сын земли, точнее сын абхазский, и потомок тех, кто отгонял от Кавказа воинов арабских, голову перед шахом не склонял. По наречию люди адыгеи и черкесы – это братья мне. Я потомок тех, кто не сгорели за тысячелетия в огне. Я абхазец. Древние предания о моем народе говорят, а его советских деяниях на знаменах золотом горят. Я абхазец, сын родных ущелий, сын земли, где пращуры лежат. Всякий, кто идет к добру, как к цели, близок мне, как будто кровный брат. Вот такой, значит, Фазил, выдающийся писатель 20 века. Он в детстве пережил очень большую трагедию. Его отец был репрессирован за то, что его, значит, дали. Предок был иранского происхождения. Это равносильно того, что, значит, Пушкина репрессирован за то, что его предок был, значит, африканского происхождения. Он что об этом Фазиль пишет. И у меня был отец тем нескончаемым летом. Господи, это конец. Разве я думал об этом? Ссылка, вокзал, поезда нас навсегда разлучили. С лязгом колеса тогда детство мое раздвоили. Это не поздний упор, и вспоминается слабо. Вас узнаю до сих пор, недосказавший папа. Вот, пожалуйста, что он пишет. Фазиль Искандер был, вот я сколько его, значит, встречался и говорили о нем, это был человек совестливый, очень мирный, очень благородный во всех отношениях, но где надо, он был, значит, настоящим героем. Пишет он: совесть. Те, кто совестью торгуют, тем торгуют, чего нет. И о совести толкуя, натолкуют 100 монет. Веселей торгуйте, братцы, ведь нельзя проторговаться, тем торгуя, чего нет. Есть люди, которые очень много говорят, красноречивые, они очень, и их не остановить, когда они что-то, значит, хотят доказать. Про них он такой, значит, написал: говорун, весь ум на кончик языка, загнал и корчит знатока, чтобы с его умом покончить, мы отхватили этот кончик. Далее, ну, он же, значит, все-таки торговля, все это, значит, какие-то неприятности были, все. О торгашах, значит, он такой, значит, который нечестно торгует, написал такое. Торгаш: он отказался от идей скотоподобных торгашей. Но дело в том, что за отказ дерет он втридорога с нас. Да. Ну, Юда. Юда сильный человек. Я говорю к тому, что убивать его вовек не грешно никому. Я это перевел на абхазский язык, немножко, чтобы позвучал абхазский язык тоже. Хочу
Юда Югу Уютисов Ус Зыспал Брезов Уедуния Нырзара и Вдырвоз Ятам Гнаха. Ну, юмористический такой, значит, смешной такой, значит, у него называется желудь. Как живете? Спросит молот. Я скажу, живу как желудь, между дубом и свиньей, хрюкающей подо мной. Ты ведь дуб? Скажу я дубу. Он ответит, это грубо. И стряхнет меня свинье, хорошо живется мне. Еще раз он возвращается к совести, потому что это главное для человека. Дарвина великие старания, эволюции, всемирная волна. Если жизнь борьба за выживание, совесть абсолютно не нужна. Верю я в картине мироздания. Человек особая статья. Если жизнь борьба за выживание, то выживать отказываюсь я. Есть бессовестность, конечно, но не это. Тянут люди трепетную нить неизвестному кому-то где-то до смерти, стараясь угодить. Кто создал чудесный этот лучик, и кого он не пускает вспять? Погибали лучшие из лучших, чтобы этот лучик не предать. Говорить, конечно, можно много, многое понятно между строк. Совесть есть, друзья, реальность Бога, и реальность совести есть Бог. Человеческая жизнь очень сложная, чтобы стать человеком, конечно, ему трудно будет в жизни, очень надо бороться. Поэтому он такой, значит, написал очень интересный образное, в образе ежевики. А ежевика у нас растет в Абхазии, в полях, везде все, но самый ценный считается, который на скалах растет. Она очень сочная и очень сладкая. Вот. Ежевика. С урочищем зеленым споре, сквозь заросли, сквозь бурелом, река выбрасывалась в море, реча летела напролом. А над рекою камень дикий, но даже камень не был пуст, в него вцепился ежевики, расплющенный зеленый куст. Почти окованный камнями, он молча не признал оков, своими тонкими корнями прожили камни пропоров. Не без опаски, осторожно, я ветку тонкую загнул, и грозди ягоды дорожной тихонько на ладонь стряхнул. На солнце ягоды горели, голубоватые с боков, они лоснились и чернели, как лак на панцире жуков. Ты человек, но поживи-ка и выживи, и много дней живи, как эта ежевика, жизнь прижимает из камней. Он так знал абхазскую жизнь, в детстве он все время к своему деду, значит, в Чегем поднимался, и там это с детства он знает, как это было вообще, как это жили в деревнях, значит, люди. Абхазская осень. Дай Бог такой вам осени, друзья. Початки кукурузные грязя, мы у огня сидим, ленивый дым, закручиваясь, лезет в дымоход и, глядя на огонь, колдует. Дрова трещат и сыплются у ног, как с наковальни яростные брызги. Замызганные, широкобокие, низкие, к огню придвинут черный чугунок. Мы слушаем, как в чугунке торопка уютно хлюпает пахучая похлебка. Золотозубая горою кукуруза навалена почти до потолка, и наша кухня светится от груза початков бронзовеющих слегка. А тыквы уродились то что? Таких, наверное, не видал никто. Как будто сгрудились кабани туши сюда на кухню, забредя от стужи. Они лежат повалку на полу, глядишь, вот-вот захлюпают в углу. И прежде чем варить их над огнем, те тыквы разрубают колуном. Нанизали на сырой шпагат, на гвоздике у закрепленной дверцы, как ленты пулеметные висят 3 связки перца. Вот до поры, всю силу свою пряча, блестит в графине розовая чача. А только рюмку опрокинешь в рот, ударит в грудь, дыхание ворвет, и на секунду горло поперек стоит, как раскаленный уголек.
Над медленным огнем сидим, глядим, желтеет пламя, голубеет дым. Мы не спешим, не пьем за чарку, как мед густую, сладкую мочарку. Вдруг насквозь дверь, и прямо из тумана им ход по снегу бегать босиком. Ребята входят ведрами каштаны, несут с собой, и следом ветер в дом. Сейчас в лесу во всей осенней мощи багряные каштановые рощи. Огонь поленья лежит в языках, а в кухне запахом от запахов теста. Вином попахивает поздний виноград и виноградом раннее вино. Вот такую картину он рисует. И вдруг начинается война. Фазиль Искандер был такой человек, что не из тех писателей, которые некоторые писатели, что бы ни происходило в внешнем мире, вообще на родине, они сидят спокойно, пишут, ни на кого, ни на что не обращают внимания. А Фазиль был совершенно другой человек. И когда война началась между Грузией, Абхазская война, он очень переживал. И старался как-нибудь вообще где-то выступать, где-то что-то писать. Но самое серьезное, что я, на мой взгляд, то, что он заметил, что война началась у нас 14 августа, и почти, значит, никто, к сожалению, в России, в правительстве, все молчали. И он осмелился вот такую фразу опубликовать в газете, литературной газете номер 2, 2 сентября. А война началась 14, а 2 сентября он такой опубликовал. Без участия России в судьбе Абхазии самоубийственно. Он такой написал. Ну, потом что-то такое было. И все. За это, вот за то, что он был таким человеком, любил свою родину, и не просто любил, а он участвовал везде и говорил свое слово, очень близко дружил с ним Евгений Евтушенко, великий русский поэт, знаменитый. И поэтому, когда Фазиль Искандер умер, 31 июля, представляете, а 3 августа, через 3 дня почти, Евгений Евтушенко написал, посвященный Фазилю Искандеру, такое стихотворение «Памяти Фазиля Искандера». Есть преджизнь, и она не мгновенна. Нас Фазиль вместе обнял Кавказ. Ну, все мы, люди, единовенны, ибо общий Господь в нас. Мы с тобой одного чекана. Мы с тобой одного чекана. Наших 60-х годов. Я к тебе прилетел из Чегема от его водопадов и льдов. Нас рука вождя волосатая утопить, как щенков, не смогла. Не стряхнула в пирах Балтасара с окровавленного стола. Мы спросили эпоху азарта, может, хватит и бит, и базара? И пошли на была, не была. Мы с тобой, Фазиль, побратимы, разошлись мы с тобой только раз. Вновь с тобой меня смерть породнила, горе мне, что тебя я не спас. Как ты выдержал главный свой бой? Разве выдержат жизни удары? Полукролики, полуудавы в нас подсмотренные с тобой. И любой из политиков пошлых в их крикливенькой хрипоте хуже, чем сами простенький ослик с тяжким грузом на честном хребте. Не слагайте фальшивые оды в честь наускивателей никогда. Тех, кто стравливает народы, лишь проклятие достойна вражда. Как лицо твое помолодело, ставший вечным, отныне Фазиль. Продолжается наше дело книги, а остальное пыль. Спасибо за внимание. Скворцов Владимир Степанович.
Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Жаль, конечно, что нет Фазилия Искандера, что он не публикует свои новые философские, наполненные светом и добром произведения. Мы бы с удовольствием их опубликовали в Невском альманахе. Но великое счастье и радость, что Фазилий Искандер здесь, с нами, и об этом говорит наш вечер, то, что мы собрались здесь, вспоминаем. И он действительно не только в нашей памяти, а в наших сердцах. А когда в сердце, значит, это передастся и детям, и внукам. Выступал передо мной Боча Аджинджал, он почти у истоков возрождения журнала «Невский альманах» стоял, постоянно здесь публикуется. Если кто-то не знает, скажу, что у нас в Петербурге есть союз писателей, многонациональный союз писателей, возглавляет его Кокосов Виктор Николаевич, я почетный член, и очень приятно, что вот я состою в Союзе писателей России, в Союзе писателей Петербурга, и журнал «Невский альманах» объединяет все союзы писателей, людей талантливых разных национальностей. И должен сказать, что, наверное, этим и силен журнал. Те, кто не знает, я скажу, впервые «Невский альманах» появился в Петербурге в 1825 году. Уже на следующий год Александр Сергеевич Пушкин написал: «Примите Невский альманах, он милый в прозе и в стихах». И мы сегодня, в 21 веке, все делаем для того, чтобы Невский альманах был достоин тех традиций, которые были заложены Вяземским, Баратынским, Глинкой, ну, разумеется, Александром Сергеевичем Пушкиным, всем тем, кто публиковался в журнале. А в наши годы тоже публикуются со всей России, из-за рубежа. Те люди, которые так или иначе по каким-то причинам остались или уехали жить за рубежом, тоже находят место на страницах нашего журнала. И я хотел бы подарить один из этих экземпляров, подписка на который, кстати, по всей стране и за рубежом, Всемирному конгрессу абхазов. В основном или работники комсомола с каким-то стажем, или члены КПСС и так далее. И душа его тянулась к книгам. Он поступил ведь вначале в библиотечный институт. И именно потому, что хотел быть ближе к книгам, ближе к художественной прозе, к стихам. И уже только после библиотечного института, видимо, он его оставил, по разным причинам поступил в литературный институт. Я в Союз писателей России вступил больше четверти века назад и вступал как поэт, поэтому позвольте мне прочесть тоже одно маленькое стихотворение. Я думаю, Фазилий Искандер, как поэт поэта, меня понял бы и простил. Судьба у всех от Бога ножа, но чтоб не горбила беда, ты думай только о хорошем, желай хорошего всегда. Желать и верить не зазорно, и если ты приложишь труд, твои желания, как зерна, из пашни веры прорастут. И пусть порой слепит пороша, но чтобы солнечней был май, ты думай только о хорошем, и всем хорошего желай. Несравненный голос и харизма. Встречайте обворожительную Анну Агрову. Хлопчик есть тебе. Раз.
joy. Wara uz bars, waka uz bars, abarat açaşoy, arası popsatını, walsın bargi suçoy, wakara suzupşın, suzupşın, wara una saçı. Suzupşu, wara una saçı. Away, Arias, Wahapiyat, Sarayiste, Upsas Kushoy, Wara uzbat, Waka uzbat, Abarat açaşoy, arası popsaçını, walsın bargi suçoy, wakara suzupşını, suzupşu, wara una saçı. Suzupşu, wara una saçı. Walsın bargi suçoy, wakara suzupşın, suzupşu, wara una saçı. Suzupşu, wara una saçı. А сейчас любимая всеми песня. Можно мне музыку погромче, пожалуйста? Adunei sutoi waratax, chargerum shunka basiubom, bacej toczam szynkiasko, acho koszlusio buja boj, tarapy zbakły wsiły czarboj. O, sasy psaki substazana. O, Isus bago subsura.
1929 году в сухую кирпичного завода выходца из Ирана раздался плач новорожденного. В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из Советского Союза. С тех пор Искандер больше никогда его не видел. Воспитывался родственниками матери Абхазки в селе Чегем. Для ценителей его творчества Чегем – знаковое место. Ведь именно там разворачиваются события рассказов цикла «Сандро из Чегема». Именно в детстве жизнь воспринимается наиболее просто и естественно. В детстве формируются взгляды, которые затем сопровождают нас всю жизнь. Возьмите хотя бы роман «Сандро из Чегема». Его основой мои детские впечатления, признавался сам писатель. Дядю Сандро срочно привезли к начальнику милиции. Выдали гражданскую одежду и объявили, что его хочет видеть сам Нестор Аполлонович. Зачем хочет видеть, не сказали, чтобы он не успел ничего придумать, если вдруг захочет собрать. Пока не вымою голову, не побреюсь и не предъявил дядя Сандро верноподданным ультиматум. Правильно, согласился начальник милиции и обернулся к своему помощнику. Обслужите его. И его обслужили. Пока дядя Сандро мыл голову под умывальником самого начальника милиции, а помощник поливал ему горячую воду, был срочно вызван лучший парикмахер, который брил и стриг на дому живых начальников и знатных покойников. Через час дядя Сандро, затянутый в черкеску, в сверкающих сапогах, предстал перед глазами Нестора Аполлоновича, исполненный стерженной почтительностью. Нестор Аполлонович в это время вместе с друзьями и соподвижниками обедал в единственном кабинете единственного ресторана этого тогда еще незначительного райцентра. Говорят, вид дяди Сандро очень понравился Нестору Аполлоновичу. «Настоящий абхазец и в тюрьме держится соколом», сказал Нестор Аполлонович, глядя на него. Тем более, когда невинно посажен, вставил дядя Сандро. Изучал немецкий, английский, но по-настоящему знаю только два языка. Родной абхазский и русский, писал Искандер. Он абхаз по собственному признанию, с персидской фамилией, осознанно выбравший русскую культуру. Прозаик обладал одновременно солнечным и грустным даром. По его книгам снимаются фильмы и ставят спектакли. Произведения Искандера читают на всех европейских языках. Благодаря его перу весь мир познакомился с маленькой, но такой душевной страной Абхазией. Ну а всю душевность, яркий крас культуры народа Абаза продемонстрируют вам на этой сцене замечательные танцоры из военно-космической академии имени Можайского. Встречайте!
с отличием закончил русскую школу, по окончании которой поехал в Москву поступать на философский факультет университета. Историю о том, как золотой медалист не прошел в МГУ, оскорбивший замечаниями экзаменаторов насчет национальности, писатель изложил в фабуле рассказа «Начало». Там же Фазиль пояснил, почему стал студентом библиотечного института, откуда вскоре перевелся в кузницу отечественных литераторов, литературный институт имени Горького. Проще и выгоднее самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих, отмечал он. Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых забавных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здравой нормальности и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы обладать такого рода отклонением. Но не хотим. Нам это ни к чему. А может, все-таки хотим? Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает. Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, закрепишься в этом звании. И вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула. Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям систематически пьющим. Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про моего одного знакомого так и говорят, мол, талантливый инженер человеческих душ губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь. Потому что неблагородно как-то получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней мере, не мешай ему. В Сухуми в 1957 году. В конце 50-х годов он начал печататься в журнале «Юность». Прозу начал писать с 1962 года. Известность писателя пришла в 1966 году, после публикации в «Новом мире» повести «Созвездие Разбатура». Фазиль Искандер женился на поэтессе Антонине Хлебниковой. Девушка была моложе на 11 лет, происходила из интеллигентной семьи. Отметив золотую свадьбу весной 2011 года, Фазиль и Антонина Искандер совместно выпустили книгу стихов «Снег и виноград». Самым главным в жизни каждого человека являются его родители. Так, в один из важных событий Искандера большую роль сыграла его мама, Леля Хасановна, которая многому научила свою невестку, несмотря на то, что плохо говорила по-русски. Встречайте, прекрасная Марика Шакая и Анастасия Аркадьевна. Взрослой жизни рано
Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Знали мы теперь мудрее и старше, но лишь сейчас смогли постичь истину, постичь. Дай вам Бог уйти минутой раньше. Своих детей доносили, нас доносили. Вы простите мне разлуки грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего, детства моего. Молимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согреть. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согреть. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за Спасибо большое. Творчеству Фазиля Искандера присущ особый стиль. Так нет единой фабулы у знаменитого произведения «Детство Чика». Герой новелл – маленький мальчик по имени Чик. Ребенок, но в перипетиях жизни решающий отнюдь не детские задачи и проходящий таким образом путь духовного восстановления. Путем жизнеописания героев произведений Искандер рассуждал о таких понятиях, как честь, достоинство, уважение, справедливость. Писатель мастерски использовал аллегорию и гротеск. У Фазиля Искандера было много хороших друзей. Среди них был и народный поэт Карачаева-Черкесии, член Союза писателей Михаил Чекатуев. Свои произведения он писал на абазинском языке. Сейчас ему было бы 91 год. А сейчас с его стихотворением «Родной язык» для вас выступит Кябишева Джанет. Встречайте! Чекатуев Микаэль, сцарибылша, трюкшта ягазу быхы хуцрапам. Сыбызша хуц, рыцарыца усымдзик, рыцарыца валалыц пхыз, абачуат иксизак каху молца, хабаду чарбула ядыркыз. Скыт апны салямла гилгяс пылхом, хаша пахаштлах твараугу. Мма, цаих тварвану пнугна шылхом, да чабжи билому, ванукна. Я анзна, юрыпшту напсабара, я хюту набзазара гихзы, анысып, агорля, абзибара, рыбжи ургунца ерта. Я анзна,
يأنزنا أعقوم خبر بتشغلوان نعلات حوات يرزنا ذنو وبجي زعوز أعقوم خبر يتشلوان بزلاوش خمسة دربزون يأنزنا أتنجز بيرقبون وراو بجبالا أدون يقرأ الدوكا يتشنرعون عشقا بعروات حجونا قواحا كافكازارا شرزنتتون أخوكيش بنزارا كوربوكا يروخن قلون تيرلا الحنوعا وراو بجيلا يرلا الحنوعا بزيرا نشاما وسقوعا أو عقيد عجاكتا يدوك ألوان ربويتو دورحون راجتكي كوربنا عشقا وخصوان أتنجزو خلوان ويسوان وبزازون شوخشون يأنزنا وجوهم شكيعو قطابو يدوات شفا بسايس باكتو تارتي دورجي سبز شتري سبز شخوت سجرا واجع ومرلالين واحتجي يقصيد يحوش تبازا يحوش تدقيا يحوش ترش يرحوش زكب يتبقى خواس وبجاز دربخنزقيا سبز شلا ستشاجرا ستقب. Спасибо. Автор следующих стихотворений в этом году также отметил бы свой юбилей 70-летия. Керим Хце – это человек, привнесший в грузинскую литературу невостребованные до него ритмы и размеры, жанры, строфику и рифмовку. Он являлся родоначальником абазинской философской лирики. Итак, познакомит нас с его творчеством Шаев Нурдин со стихотворением «Слово матери» и Экзекова Амина со стихотворением «Моя жизнь». Ан лашон, ан агара ацкатшата, аша пшката илхуа, дику адуней ашата, ирахта ау ишпхезава, ацкис геами каата, ани лзылта кулсаби, гули псылы илхуата, аша зына хуави, абзира козынвай рабката, ялап аша, يوم مزراتا يوم براع سوا إسراء سيبا خستن ديسرا О, спсиявшим, сани стрію, сгуїк теж вошим, ваша ха, щерпа хотька, рицей бзію, барабаб єзчу земля. Apchen jatauošt, apstjokos rausva, abach dus hauošt, apchen getöcošt, adzim jatauošt, apstjokos rausva, abach dus hauošt, znusha nagura, abach šapsrukun, ik hauos anvaisin, džim barukun, šumbim sa šauchana sa šepapnuva, aška kurkahla, a varba pošruvapšt. Спасибо. Его произведения пронизаны любовью к людям, верой в них, размышления нашей жизни о вечном и приходящем, о добре и зле, о необходимости выбора своего пути. Мудрые мысли в нас жить и верить, говорил Дмитрий Медведев. Каждое слово Искандера неизменное и честное, веское и веселое, возвращает читателю чувство, что мир стоит на прочной опоре и никуда не денется. И усилия наши по-прежнему имеют смысл, отмечал писатель, поэт Дмитрий Быков. Позволь мне прочитать мое любимое стихотворение Фазиля Искандера «Совесть». Дарвина великие старания, эволюции всемирная волна. Есть ли жизнь борьба за выживание? Совесть абсолютно не нужна? Верю я в картине мироздания. Человек — особая статья. И если жизнь — борьба за выживание, выживать отказываюсь я. И есть бессовестность, конечно, но не это. Тянут люди трепетную нить неизвестному кому-то где-то, до смерти стараясь угодить. Кто создал чудесный этот лучик?
Никого он не пускает вспять. Погибали лучшие из лучших. Чтобы этот лучик не предать. Говорить, конечно, можно много. Многое понятно между строк. Совесть есть, друзья, реальность Бога. И реальность совести есть Бог. Последние 10 лет своей жизни Фазиль Искандер провел в подмосковном Переделкино и желал, чтобы похоронили его там же. Писатель умер от сердечной недостаточности в июле 2016 года. Не стало Фазиля Искандера. Его уход – это невосполнимая утрата для мировой, но прежде всего для отечественной, нашей литературы. Но мудрость и уроки, вытекавшие из его произведения, будут учить и беречь нашу человечность всегда. Добрый вечер. По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые, и детям это строго-настрого запрещали. Однажды, когда я, как обычно, сидела у соседей, зачем-то пришла сестра, и они решили оставить ее на чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они раньше ели сало и нам предлагали, однако я всегда неизменно отказывался, что почему-то всегда веселило дядю Шуру. Предложили они в этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на кусок хлеба несколько ломтей сала и подал сестре. Она, немного поломавшись, взяла этот позорный бутерброд и стала есть. Сестра поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я смотреть на нее или, увлеченный ее рассказом, забыл, чем она занимается. Но мой взгляд ясно давал ей понять, что я продолжаю бдительно за ней следить. В ответ она вытаращивала на меня глаза, словно удивляясь, как я могу так долго обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, намекая ей на предстоящую кару. На следующий день мы всей семьей собрались за столом и ждали отца к обеду. До этого я собирался рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что сейчас не лучшее время. Все же я поглядывал на сестру, как бы намекая, что я собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. И каждый раз, когда я раскрывал рот, она опускала глаза, нагинала голову и готовилась принять на себя удар. Я чувствовал, что держать ее на грани разоблачения гораздо приятнее, чем разоблачать. Она то бледнела, то вспыхивала, то надменно встряхивая головой, но потом тут же умоляющими глазами просила простить ее за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула свою тарелку с супом. После обеда мы все пили чай. Отец заметно повеселел, и мы все повеселели вместе с ним. Я уже было хотел провести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей. Их было всего 9 штук, и раздал он нам их поровну, каждому по 3. И я почувствовал, что настроение мое начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне просто величайшей несправедливостью. Как мой брат в школе считался одним из самых буйных лоботрясов, и вот меня, почти отличника, приравняли к брату или к сестре, которая вчера ела сало, а сегодня получает ничем не заслуженные подарки. «А у меня 2 промокашки!» – закричала сестра, открывая одну из своих тетрадок. Но может быть, если бы у нее не оказалось этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось. Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу: «Она вчера ела сало». В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухших век. Его глаза наполнялись яростью. Я сделал последнюю попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону. «Она вчера ела сало у дяди Шуры», — сказал я, отчаявшись, и понял, что все проваливается.
В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял и бросил меня на пол. Я успел ощутить ужасную боль и услышал хруст вытягивающихся ушей. «Ах ты ж!» – закричал отец. «Еще предателей в моем доме не хватало!» Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что аж штукатурка посыпалась со стены. Вы знаете, помню, больше всего меня потрясли не боль и даже не слова, которые он сказал, а потрясло то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением лица обычно забивают змею. Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась поднять меня, а брат, придя просто в неистовое возбуждение, бегал по комнате и, показывая на мои уши, кричал: «Наш отличник! Наш отличник!» Я очень любил отца, и он впервые меня наказал. С тех пор прошло много лет, я давно ем общедоступную свинину, и, знаете, кажется, я не сделался от этого счастливее. Но урок тот не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства. Да и всякое предательство – это волосатая гусеница маленькой зависти, каким бы принципом оно ни прикрывалось. Комичный и ироничный, грустный и веселый, красочный и чувственно осязаемый, таким был художественный мир писателя.
На этом наше торжественное мероприятие, посвященное юбилею великого писателя Фазиля Искандера, подошло к концу. Абзерас, Лепха Хайп Пюрехонза. Фазиль Искандер изынах юбилей يخجع بحرشيد زماجي الله تزرز خلي يخجع شزاي زارخز. А всех мы приглашаем в пресс-центр. Там у нас уже небольшой фуршет. Спасибо за вечер, что вы были с нами. Нам было приятно. Спасибо. Огромное спасибо за то, что в Питере это организовано. Это, значит, инициатива, насколько я понимаю, Мусаха Балевича Экзекова и всего конгресса, Всемирного конгресса Абхазов и Абазин. Сегодняшний вечер такой был очень теплый, хороший. Вообще стала очень добрая традиция вот такие вот встречи. А наша жизнь, она же состоит из многих вещей, в том числе и из культурных вещей. И, наверное, это надо делать больше, чаще. Так. Не надо циклиться на политике. В политике и так у нас проблем хватает, и жизнь сама по себе очень проблематичная сегодня и напряженная. А выход надо искать, и ответы на все вопросы существуют как раз в культуре. Один из его афоризмов, шикарнейший, который был вынесен сегодня на вот встрече, это если каждый из нас будет делать, значит, то, что он может, то возможности добра станут безграничными. Ну, не добавить, не убавить. Ну, яха хара Фазиль Искандер пшини жебашку сехзит езгвахтет вахана тахмгва ибзиени цет айзара итабу харасхот айж кайча зегин берак итабу харасхот абри журналист ферюна яхаз ихичахкас ибзиена акошара ашхара айзара зеги бзиени мифси خاخ زمن بشمنا يا يقز عايز وازجي يقز زجي يلقى بخي زجي يلقى بخي اشترنا خسكي رينا خسكي يتجي رسني احتر على وضعمي ايزركوا اباس يبشقوا اي بولركوا اباس يبشقوا ايزركوا انتراي حتى شاد حبخه يتجي رسني ارغا قصر. Сегодняшнее мероприятие, организованное Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом, было посвящено 90-летию Фазиля Искандера, абхазского и российского писателя, поэта, философа. Мероприятие было организовано при активном участии молодежного совета при региональном совете Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в Санкт-Петербурге. Хочу сразу выразить огромную благодарность всем ребятам, которые активно участвовали в организации мероприятия. Они вложили всю свою душу. Ну, как вы знаете, одной из главных целей Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса является этнокультурное единство абхазов и абазин и содействие его, значит, воплощению. Сегодняшнее мероприятие хорошо нам показало, что очень важно встречаться, очень важно общаться. Во время мероприятия прозвучали стихотворения не только Фазиля Абдуловича, но также народных поэтов и писателей Карачаева-Черкесии из Абазашты. Это Микаиль Чикатуев и Керим Мхце. Абхазы услышали, некоторые из них впервые, особенно молодое поколение, впервые услышало стихотворения абазинских поэтов и писателей. Поэтому вот подобные мероприятия очень важны для того, чтобы в первую очередь молодые поколения абхазов и абазин общались, знакомились между собой. Далее эти знакомства непременно перерастают в дружбу, а из дружбы уже рождается братство. Хара Абхазо-Абазинский конгресс халав. Арепшан кушараква хайзитта хацета яхкутсид номерква стихотворение куалхид. Яхча са Чикатуев Микаэль стихотворение схюн. Я ты сквапа пахча каза казла жили арепкала Ярова Гранд Каньон апныз час хкын хабадырт яхвапа абхаз пояб снеауку сидрому ахчай ачис хуша яла бзира таю аридуне нурта уна казмайна желх яхчай айз Искандер Фазиль ауи каза час хкын благодаря ему шпас хуша حبس اللي كمراش طول
يحفظ كريم يخشى عن لاشا جسدي أسبوع لاشا так أسبوع بتجسفات أو عدير سرعات وقزلا وجه جزنس حبتا مسا خباري شيبا الله حديزرس خد حبابا شياتا الله شردا حتى يرجل وتا زيرتا أبو يربوا بربش مربتياتي عن شواتا يلا حفير Что шабушти гуапа репш мероприятие куакшава казла рыцаги гуапу абхаз пар молодежь хацата законахчпава иги хабадри вы шабушти гуапу. Да, я гуапа шпагу дына как незнакомому дюхушам вот шгята знаю أنا حد بمبات يرى نصراي حتى زنقلت عباس شغال وبيشوا هيش شاب وابا شكات اسباب بسا وخشاش كنت شوف شازر كذا بس بابا خدي زنا خرز بشكات اسباب بزيت يحزاب بردي بزيت زجي ارزاب زجي ربح جاسون وقت شاي أبز أخدي أبز أبسنيا وخدي شو بقول شاي لا ربش مريبياتي وحب شرباب كультуры بيجون زليس لا حب شردر قم خرج يلا موي بزيرة نستن قم خرج يزز بمسرا. Наш молодежный актив регионального отделения города Санкт-Петербург уже проводит 3-е мероприятие. К этому мероприятию они тоже очень серьезно подошли. Буквально месяц они готовились, сами готовили сценарий, сами ставили танец. Хотя есть ребята и девушки, которые не умели танцевать, но ребята наши из военно-космической академии помогли, совместно поставили танец, выучили стихи на абазинском, на абхазском, монологи. То есть все своими силами они занимались, репетировали. У нас в офисе в Гранд Каньоне собирались, готовили сценарий. Раз академия сайра дара амтарацва сцехеди избанок за абхазанай пшикач концехакон иқо зикошоз макац гедадзвас нас айбиде курсах санес дай тач контар бисмет их зубсвиза гагя гуякошош сердзет уямштих хайцна кошара халагид нас идзе гашксква что зебш хачкон свидзе гикошко авоялагид убас хочичила хаклуба академия аконби акошара кохралагид уз нас конкурс хаяйда шигакля хаяй нас бас яйт хай хабача диаспора конби кантани тимури пай яйт ирхита бас айзера оп шокошар бзиан хауи харе нахари янхаха атакбхукра душакоз илахкайт избанак зар хажлар з бас хара с яхал шрызи гис дешакала абрюза атакбхукра хакварза хартари хзимкошар хамузи яхамаз хамчка изахган хахчка хамчка изахган хазгабтша визша хаштра изгна излахал шазалах кошет шкуя хот хахайт убри дара харт яхкуя хот убриам убртриза ахтас канaqola харт хабсура хайзгара дари бзи хот абас ихабра хайш чажо абазаци апсвай حبزشا خي بحوري دارا زيبزي وسب حسر سكوان قد بريقون بيتبوب حسفارس تخوب بري عايزر زيجي زوس زنبا علاقو